Действительно, для Северного Кавказа основное развитие экономики – это туризм. Ни для кого не секрет, что одно место в туризме еще за собой притягивает еще 7 мест сателлитов, которые обслуживают инфраструктуру. И в связи с той обстановкой международной, конечно, все обратили внимание, взоры на то, что и в России есть прекрасные места. Председатель правительства Ингушетии, открывая стратегическую сессию, рассказал о некоторых показателях. За 2022 год регион посетили 115 тысяч туристов. Если за весь прошлый год зафиксирован въезд 700 тысяч человек в Джейрахский район, 600 тысяч посетили горную Ингушетию только за 6 месяцев текущего. В регионе много всего интересного, что нужно показывать, создавать туристическое агентство и знакомить путешественников с маршрутами, отметил Владимир Сластенин. Храмы наши, водопады, и горы, и объекты спортивного назначения. У нас проходят здесь такие соревнования, как бэст-джамперов. У нас приезжают со всей России до 80 городов. У нас очень хорошие условия для подтверждения альпинистов. Альплагерь у нас существует. И здесь достаточно люди тоже приезжают. Он практически у нас круглогодичный. Значит, мы в этом году начали создавать инфраструктуру по всему движению маршрута туристов. Вот та дорога, которая у нас 92 километра с одной стороны республики и выезд в Владикавказе, там уже созданы островки культуры, которые есть очистные сооружения и места для приготовления там шашлыка, пикника. Много инвесторов обратилось к нам в последние годы. На сегодняшний день у нас рассматривается строительство 3 крупных гостиниц. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, и государственной программы развития туризма Министерства экономического развития России совместно с ООО «Прогород» разрабатывает туристическую схему территориально-пространственного планирования макротерритории Большой Кавказ. Об этом рассказал руководитель проекта. Важно отметить, что под приоритетными проектами мы подразумеваем не только большие площадки под строительство номерного фонда с нуля, но и существующие аттракции, которые, например, сейчас незаслуженно еще недоразвиты, недоинвестированы, которые можно было бы устроить, создать там туристическую инфраструктуру, навигацию, связать это туристическими маршрутами, чтобы создать туристический поток, а номерной фонд, он уже более естественным образом появится, когда есть магниты, интерес коммерческих инвесторов, он, конечно, возрастает. Что из себя представляет проект? Это настоящая стратегия развития туристической отрасли в СКФО, а также предложения по инфраструктурному развитию туризма с дорожной картой и возможными инструментами реализации. К работе над проектом привлекается многопрофильный консорциум под лидерством организации «Новая земля». Это специалисты в области мастер-планирования, бизнес-консалтинга и эксперты из регионов, отраслевые компании, занимающиеся маркетингом территорий, инженерной и транспортной инфраструктурой. Подробнее об этом рассказал Иван Курячий. Работа по техническому заданию, которое сформировано Министерством экономического развития и коллегами из Прогорода, находится на 3 уровнях. Самый верхний уровень – это Большой Кавказ, то есть территория СКФО. Это комплексные решения, которые касаются федеральных трасс, аэропортов, вокзалов, то есть всех точек прибытия, которые есть, через которые турист прибывает на территорию, потому что он может приехать в одну республику, в один субъект, а далее посетить соседние республики. Поэтому связка, обеспечение, тоже с вами нужно это обсудить, обеспечение соединения республики с другими субъектами, которые здесь есть, это очень важная задача. Турсхема состоит из 2 этапов. Первый – комплексный анализ развития сферы туризма макротерритории. Второй – уже разработка схемы, которая содержит прогноз туристического потока до 2030 года, предложения по развитию туротрасли, а также по инфраструктурному развитию СКФО для туркластеров с оценкой потребностей. Те, которые уже обладают какой-то инфраструктурой, если туда уже подведена дорога, подведены сети, то есть они в приоритете, проговорил мой коллега, как раз о том, что важно не с нуля заходить на какие-то пустые площадки, а взять территории, которые уже имеют какой-то потенциал или какой-то инвестора якорного,
чтобы вокруг них как раз развивать всесезонную активность. Взаимодействие с федеральными и региональными органами власти ведется в рамках межведомственных рабочих групп, а также стратегических сессий, проведение которых без представителей бизнеса и профильных экспертов было бы нецелесообразно. Тут важно отметить, в первом квартале 2024 года проект будет представлен в правительство России. Работа началась не сегодня, не вчера. Разрабатывают идею и предложения специалисты с прошлого года. В 2022 году в рамках разработки турсхемы всей страны был проанализирован потенциал туристического развития регионов, по итогам которого в СКФО были выявлены 5 наиболее перспективных видов туризма: природный, горнолыжный, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный и деловой. В целом на Кавказе есть возможности для развития практически всех видов туризма. На повестке обсуждение стратегии развития туризма Ингушетии в рамках макротерритории. Это и проблемы, и потенциал, и ресурсы. Об этом доклад накануне назначенного руководителя Комитета по туризму Республики Руслан Цуров. В Ингушетии предлагается ряд мер поддержки бизнеса в сфере туризма, таких как предоставление налоговых льгот и субсидий на строительство, модернизацию гостиниц, кафе и других объектов, разработка индивидуальных программ развития туристического бизнеса, предоставление льготных кредитов и гарантий со стороны государства. Также реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере туризма, такие как строительство новых гостиниц, культурно-спортивных объектов и развитие горнолыжных курортов. Итог проекта – получение согласованного с федеральными и региональными властями проекта по развитию туристической и обеспечивающей инфраструктуры, а также перечень источников финансирования и механизмов реализации. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Новости 24.